Ассортимент, представленный на выставке продукции, впечатляет. Здесь не только ковры из войлока, но и игрушки, блокноты, сумки, фотоальбомы. Трудно представить, что все это сделано из овечьей шерсти. Профессиональный фотограф, педагог по образованию Рената Халил-Хаджа эту профессию открыла для себя несколько месяцев назад. Пока была на карантине, успела сделать несколько ковров, а также открыть кружок валяния в лицее, где она работает. Эта работа, можно сказать, что это самореализация. Это мое хобби, которое меня захватило, увлекло и стало приносить мне очень много удовольствия и даже могу сказать, что счастья. Эта технология самая древняя. Когда-то в овчаре падала шерсть с овец, они ее утаптывали, и таким образом появился вообще первый войлочный ковер. То есть он был совершенно естественного происхождения. Валяние шерсти – процесс, требующий не только усидчивости, но и немало сил. На создание только одного такого ковра уходит несколько недель, но итоговый результат того стоит. Удивительно, как простые куски овечьей шерсти превращаются в такие красивые предметы. Для всех тех, кто хочет обучиться этому ремеслу, здесь проводят мастер-классы, показывают азы мастерства. Сами мы валять шерсть не будем, но вам процесс покажем. Для валяния используется овечья шерсть. Ее смачивают горячей водой с разбавленным мылом. После наматывают на круглую доску и крутят в определенное количество минут в каждом направлении. И так несколько дней. Процесс валяния, он происходит как? В 3 этапа. Первый этап у нас по 8 минут, мы его валяем с 4 сторон. То есть эту трубу мы ее накладываем с 4 сторон и валяем сначала по 8 минут, потом по 12 минут и по 15 минут. Валяние шерсти, истинг в народе, имеет глубокую историю. Этим и раньше, и сейчас занимаются в основном женщины. Отсюда и название истинг, от слова «исти», что переводится как «жены». Во время депортации это ремесло было немного забыто. Сейчас его снова возрождают. У нас возникла такая идея проводить регулярно такие мастер-классы народного промысла. Это в дальнейшем и гончарное ремесло будет. Вот. Также, пообщавшись с ассоциацией, мы хотим регулярно проводить такие мастер-классы. Ну и плюс заинтересовать наших отдыхающих. Это же просто отличная возможность хорошо провести время, плюс научиться чему-то новому в этом ремесле. Особое место на выставке занимает одежда из войлока. Пока платье из шерсти представлено в единственном экземпляре, но у мастериц большие планы развить это направление. Несмотря на то, что оно из шерсти очень тонкое, чтобы вот оно получилось таким тонким, мы его валяем на специальном маргеланском шелке, который мы заказываем из Узбекистана. Оценить ингушский войлок смогли и гости республики. Одни уносят с собой только хорошие впечатления, а другие еще и продукцию местных рукодельниц. Ну, всякие разные поделки. Я приобрела блокнот вот, домой. Вчера показывали, как ковры делают. Один этап ковров. Там, получается, скручивали его и катали в 3 этапа. Первая горная выставка продукции из войлока проходила 2 дня. А для тех, кто побывать на ней не успел, организаторы планируют провести еще не один мастер-класс. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев. Новости 24.